Всем привет! Темиров Лайв с редакцией КЛО продолжает раскрывать вранье и серые схемы властей Кыргызстана. Мы в прошлый раз рассказали, как территории вокруг рынка Мадины и сам рынок перешли в руки приближенных Садыры Джапарова и уйгурского контрабандиста из Китая Хабибулле Абдыкадыру. Сейчас они нашли нового покупателя для земель кыргызских, но схемы остались старой. Итак, поехали. Каждый кокбюрист и болельщик знает ипподром Бишкека. Это, можно сказать, мекка истинного ценителя кыргызского спорта. Здесь проходили исторические баталии. На финалах в Ноурус ипподром просто физически не вмещал желающих посмотреть сражения кокбюристов. Но все это осталось в истории. Сейчас все снесли и начнется очередное строительство очередных жилых и коммерческих площадей. Три года назад этого молодого человека на YouTube-канале строительной компании БСК Capital Group представляли как самого молодого и самого амбициозного сотрудника коммерческого отдела. Прошло 3 года, 23-летний Салим Шабазов стал одним из владельцев огромной территории ипподрома. Это 54 гектара земли. Да, это родители, безусловно, воспитание, которое дают с самого детства. В самой компании БСК Capital Group он самый молодой сотрудник, а вне компании он дальний родственник основателя компании Шабазова Бахридина. Ныне он депутат от партии президента Садыры Джапарова Ишеним. Шабазов Бахридин Валиевич жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып. БСК Capital Group зарегистрирован по адресу Разакова 2, офис 3. Именно по этому адресу совсем недавно, 19 августа этого года, регистрируется фирма РЦА Living. И эта фирма получает земли ипподрома на 49 лет. Учредителем компании владельца ипподрома является тот самый 23-летний родственник депутата от президентской партии Ишеним Шабазов Салим. Нахожу ли я себя интересным мужчиной? Да. Папа и мой папа, они двоюродные братья. Бирок азыр ошо Тиешеси жок, отношений жок, он сам своими делами занимается, мен билбейм. БСК Capital Group'та иштейт турбайбы? Сиз негиздеген компанияда? Ну, раньше я там работал, он сейчас там работает. Я же не работаю там. Я все продал. Вторым учредителем является иностранная компания Silverdale. Но об этом в следующей части нашей истории сразу же после небольшого объявления. Подпишитесь на наши YouTube-каналы Темиров Лайв, Темиров Лайв PG и ITTC. Но те, кто еще не подписался, это очень важно для того, чтобы больше людей в Кыргызстане знало всю правду. И да, мы просим вас также поддержать нас в силу своих возможностей через сайт patreon.com. Все пожертвования анонимны и ГКМБ не узнает об этом. Эти средства дают нам возможность продолжать бороться за справедливость, показывать правду и защищать наших журналистов от преследований. Итак, вернемся к иностранной компании. Итак, давайте разберемся, что за покупатели нагрянули к нам в страну. 23 июля мэрия заявляет, что будет продавать ипподром, и называет две компании, подавшие заявки: TNG Global Foundation и ROX Group. 23 октября, несмотря на слезы людей, сносят ипподром.
жоқ азыр мынау аппаратына қанша ақшаң бар қанша менеті бар ойлағанда бізге берген жоқсыңар да рұқсат берген жоқсар өшкілеуде ешкім айтқан жоқсар онша ақшаң бар мен жөніне далаға И только 27 ноября подписывается соглашение об аренде на 49 лет. Вот что написано на сайте мэрии города Бишкек. 8 июля 2024 года в мэрии города Бишкек поступило предложение от компании ROX Group и TNG Global Foundation о приобретении имущественного комплекса ипподрома Кула. Компаниями ROX Group и TNG Global Foundation создана местная дочерняя компания ОСО РЦА Living. Что видят люди? Аж две иностранные компании с красивыми названиями будут вкладываться в Бишкек. Ну а я вам скажу, что эти две компании принадлежат одним и тем же людям. Супружеской паре из Вьетнама. Основательница холдинга Nguyen Thi Nguyen Huong закончила МГУ и 4 года работала в Москве. Во Вьетнаме она была и депутатом даже, но ее лишили мандата из-за второго гражданства. Более того, ROX Group до января 2024 года называлась TNG Holding Vietnam. Официального же владельца земли ипподрома РЦА Living создали не эти две компании, а 23-летний Шабазов Салим и некая компания Silverdale. Она действительно имеет отношение к вьетнамской группе. Сравниваем руководителей, они одни и те же, что и на сайте TNG Global Foundation. Но владельцы кто? Это остается вопросом, потому что офшоры для того и существуют, чтобы владельцев никто не узнал. Такую же схему мы видели и при заключении контракта по карте Тулпар. С 1 ноября тарифы в общественном транспорте выросли. А уже в марте 2022 года в кипрской компании зафиксирована передача акций, то есть кто-то получил или увеличил свою долю в офшорной компании. И это не единственное такое совпадение. 9 ноября 2023 года мы видим еще одну передачу долей офшорной компании. Спустя несколько месяцев мэрия поднимает тарифы с 11 сомов до 17. В Бишкеке с 30 января повысятся тарифы на проезд. TNG Global начал работать вне Вьетнама относительно недавно. У них 2 небольших отеля в Лондоне и Париже и крупный проект на самом Гибралтаре. В 2021 году они получили территорию 2 школ. Оппозиция сразу обратила внимание, что компания получила территорию без тендера за 21 миллионов фунтов. Помимо этого, им же отдали строительство новых школ за 29 миллионов фунтов. И правительство еще оказалось должно компании. Школы стоят всего лишь 20 миллионов, но как у них вышло 29 миллионов? Мы также задаемся вопросом, посчитано ли, сколько компания получит прибыли от проектов на месте школ? Правительство отвечает «нет». Но как они определили, выгодно или невыгодно продажа земли, если они не посчитали конечную прибыль от проектов? Что пишет вьетнамская пресса? Отмечается, что ROX Group переживает не лучшие времена. Так газета Туой Тре пишет, что основная компания ROX Group, компания TNR Holding, резко снизила прибыль. А долгов намного больше, чем капитала. В ноябре компания была вынуждена перенести срок выкупа своих облигаций на 26 год. К концу июня 2024 года капитал TNR Holdings Vietnam составил 2,5 триллиона донгов или 90 миллионов долларов. При этом долг, подлежащий выплате, составляет более 28 триллионов донгов или 1 миллиард долларов, или более чем в 11 раз превышает собственный капитал. В Бишкеке же вьетнамский бизнес получил 54 гектара за 60 миллионов долларов с рассрочкой платежа на 49 лет, при том, что рыночная стоимость земли составляет от 160 миллионов долларов. А на первый аукцион мэрия выставляла землю за 105 миллионов долларов. То есть ипподром продан на 100 миллионов долларов дешевле рыночной цены.
В сомах ущерб составляет 8,5 миллиардов сомов. Айпери жанагы Айпери деген чоң ишкана бар, билесиздер. Салан красоты болуп эле ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ушу топтолушуп, ошол жерде бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушкан. Ошону полностью өкмөткө өткүзүп бердик. Аны дагы бир 20-25 миллион долларга оцен кылып сатып атышат. Крупное здание в самом центре Бишкека не ушла с молотка за 20 или 25 миллионов долларов, как предсказывал Ташиев. Имущество, связанного с Хамчикульбаевым, также хотели передать РЦА «Ливинг», но тот отказался в пользу РЦА «Бишкек». И продали не за 20-25 миллионов долларов, а за 6 миллионов. Это премиум класс. Но не переживайте, РЦА «Бишкек» такая же наспех созданная компания, корни уходят все туда же, в Гибралтар, а точнее во Вьетнам. И все те же руководители, и вся та же неизвестность, кто еще во владельцах, кроме вьетнамцев. Всем до свидания, всего доброго. Итак, мы выяснили, что никакого ажиотажа покупателей нет. Одни и те же лица с разными компаниями. Давайте сопоставим факты. В августе открывается РЦА «Ливинг», а 21 октября тот же РЦА «Ливинг» оплачивает разрешение на работу на вьетнамского гражданина Нгуен Мань Хунга. А 23 октября нас, кыргызстанцев, как пастух животных, выгоняют из западного автовокзала в чистое поле за город. В тот же день выгоняет владельцев конюшен на ипподроме. Слякоть, биотуалеты и открытое небо. Это первое, что бросается в глаза на новом автовокзале, расположенном за Бишкеком, в Военно-Антоновке. Отсюда выезжают автобусы в южные регионы республики. Буттансыз өтөт. Кимде оштурганча ошол жерде жасап койсо болмок экен. Ой, акал жатканага барып келдик. Көгбөрү тартып атат, ипподром мула ойноп атат. Эртең аттаралап кетпейби? Карабай менде өтө эле кыйналып атат. Өтө. Ну и напоследок вишенка на торте. Разрешение на работу для вьетнамских товарищей оплачивала сотрудница международного отдела мэрии. И все эти слезы владельцев конюшен, проклятия водителей и пассажиров, беготня всей мэрии лишь для того, чтобы продать за бесценок земли и через серые схемы скрыть в офшорах чьи-то интересы помимо вьетнамцев. Распродажа земель Кыргызстана продолжается с молчаливого согласия всех нас. С вами был Болот Темиров. Совместным расследованием Темиров Лайф и редакции Клоп. Подписывайтесь на наши YouTube-каналы, делитесь, ставьте лайки. До новых встреч! Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.